Да, добрый вечер всем присутствующим. У нас сегодня формат свободной встречи, беседы. Я представлюсь, меня зовут Георгий Ковалевский, я музыковед из Санкт-Петербурга, музыкальный критик. Фабио, я думаю, все из вас здесь прекрасно знают и любят, и ценят. И сегодня мы собрались немножко поговорить, немножко о программе, немножко о фестивале, немножко о дирижерском мастерстве. И хотелось бы, чтобы это был тоже не только, может быть, наша беседа, но вы тоже могли бы подключаться, и у вас будет возможность ближе к концу встречи задать вопросы, спросить, что вас интересует. То есть это такой вот формат открытой беседы. Я все-таки начну, и мой такой будет первый вопрос, может быть, наивный, но вот публика, я надеюсь, меня поддержит. Все-таки дирижерское мастерство, да, такое очень загадочное, посвященного человека. Стоит человек перед большим коллективом, и что-то машет, танцует. Вот что такое все-таки дирижерство? Это магия, это ремесло, это профессия. Ну, знаешь, у нас здесь в Якутии есть такие очень одаренные люди, шаманы. Я думаю, что дирижер в своем роде это чуть-чуть шаман. Но мы точно шаманим, да, во время концертов вдруг, да, создаются звуки, мы можем отрегулировать динамики, скорости музыки. И, конечно, не только, это больше всего это мы можем создавать совместно, конечно, с музыкантами атмосферы, особенные чувства. Поэтому это я правда, я, конечно, пошутил, что мы шаманим. Ну, наверняка что-то есть. Потому что, конечно, если даже я сам иногда думаю об этом, ну как это получается, что да, 100 человек смотрят на тебя, ну 70, 80, 60, зависит от оркестра. И есть ощущение, что мы одновременно понимаем друг друга полностью, да? Иногда даже с женой один человек трудно понимать друг друга, да? А когда, видимо, надо дома дирижировать тоже, да? Может быть, она, мы можем подряд как-то в очередь. Дирижерство распространять на другие сферы нашей жизни. Ну, почему нет? Если у дирижеров, ну, видите, у нас президент, конечно, молодец, тоже в своем роде шаман, он может как-то нас мотивировать и правильно много чего делать и говорить. И, конечно, я уже 23 года живу в России, я вижу, что Россия растет. Везде, где я бываю, поверьте, я бываю много где. Знаете, даже многие мои коллеги и музыканты шутят, что я был в России больше, чем увидел в России больше местах, чем они, которые родились здесь. И это частично правда, потому что дирижерская деятельность это такая штука, что ты бываешь чуть-чуть везде, люди узнают, что есть такой дирижер, интересно с ним работать, услышать, что он думает о музыке, какие интерпретации. Тем более, что, конечно, естественно, ну, с такой фамилией перепутать нельзя, естественно, есть итальянские корни, я там родился и так далее. Поэтому вначале в России как-то все воспринимали меня как специалист итальянской оперы, то, что, конечно, есть, я очень люблю оперу. Но теперь там меня воспринимают как специалист русской музыки и оперы. Поэтому, ну вот, видишь как. Фабио, а вот есть воспоминания, вот, что называется, первый раз на эстраде, да, об этом был даже в России замечательный рассказ Андроникова, это очень смешной. Вот ваш первый опыт выхода к оркестру сохранился в памяти? Конечно. Когда это было и где? Конечно, у меня было, сейчас скажу, это был 89 год, значит, у меня было 23-24. И это было чуть-чуть неожиданно. Нет, прости, это было раньше, да, в 87-м, да. В 87-м году, это год, когда я начал учиться дирижированию. И, конечно, я думал, что, как минимум пройдут 2-3 года до того, что я стану, да, перед оркестром, профессиональными и так далее. Это не случилось, случилось гораздо быстрее, потому что есть такие
случаи, да, особенно у дирижеров, которые заняты и так далее. Я помню, я присутствовал на репетиции симфонического оркестра родного города Бари, и тогда главный дирижер был такой Рино Марроне. Вот в отличие от Верди, который Верди, это вы знаете, это зеленый, а Марроне это коричневый. Он не совсем Верди, но Марроне. Вот. И вдруг его звали куда-то, он исчез, потом кто-то появился, человек, которого я не знал, говорит, маэстро просит, чтобы вы дирижировали. Как я дирижирую? Ну вы этот самый учитесь как дирижер, ну давайте дирижируйте. Покажите, на что способны. Я был, конечно, в шоке, ну, такой, скажем так, я придумал компромисс между быть авантюристом и то, что я уже научился делать. Вот я встал перед оркестром, дирижирую. Это была симфония Моцарта, ля мажор. Поэтому как-то до сих пор я очень люблю эту симфонию, потому что это просто первое то, что я дирижирую. Это было на публике, да, сразу? То есть, Нет, это была репетиция, но потом на концерте, буквально через месяц я потом дирижировал ту же симфонию, поэтому вот она у меня очень осталась в памяти, дорогая, могу спеть ее полностью с начала до конца, все части. А как вот оркестранты восприняли? Знаете, иногда такие сидят все-таки там опытные, ну, с возрастными, это всегда. и тут какой-то молодой выходит, Конечно, что-то им пытается говорить, показывать. Вот как вообще в этой ситуации? Это люди мы называем в оркестре акулы, потому что они любят кусать. Конечно, молодой дирижерчик, он понимает, что там этот самый. Мы здесь годами сидим, 20 лет в оркестре, у нас были самые лучшие дирижеры и так далее. Знаете, я долго думал об этом, о том, что как надо себя вести, как молодой дирижер. Я уже не молодой, конечно, но люблю думать о том, что я все-таки, ну, как минимум не старый, скажем так. Вот. И я думал, как, тогда еще думал, ну как надо себя вести, чтобы люди воспринимали тебя всерьез. И все-таки я принял решение. Я думал, ну, знаете, можно согласиться со мной, можно не согласиться, можно полюбить меня, можно не полюбить меня, но меня надо быть искренним. Да? Я искренне люблю музыку, и я буду показать это, да, своим действием, ну не то, что специально что-то делать, ну просто не закрывать себя. У меня личность, и думаю, что вам всем понятно, что я очень люблю с людьми общаться. Это то, что меня очень сильно помог выучить русский язык, да, очень быстро, потому что я как-то иначе было бы, конечно, дефицит общения, если бы я, наверное, не разговаривал по-русски, потому что, естественно, в России тогда еще, когда в 99 году я первый раз приезжал, мало кто разговаривал на английском, на французском, на итальянском, еще меньше. Поэтому я сразу понял, что вот надо сразу русский язык осваивать, чтобы общаться. Вот. Ну вот, я думаю, что искренность это большая, конечно, для человека победа. И если честно, мы можем чуть-чуть расширить это даже тему, да, потому что, в принципе, какие у нас сегодня, да, бывают проблемы, начиная дома, да, в семье с детьми, они между собой, они по отношению к нам, родителям, мы, родители, между собой, да, и дальше. Значит, ну, допустим, да, художественный руководитель театра с директором театра, или с директором филармонии, или дальше, да, с властями, или нациями между странами и так далее. Самая большая проблема – это как мы разговариваем друг с другом. Да? Вот я думаю, что многие были, намного меньше были бы проблемы в мире, если мы умели бы общаться с другом. То, что мы, к сожалению, мало чего. Я думал, ну, конечно, приятно думать, что все тебя любят. Ну, во-первых, это невозможно. Потому что, хотя я потом расскажу интересную историю. Вот, но я думал, ну ладно, пусть они не любят, если они не будут любить, пусть они не любят того человека, который я в самом деле есть. А вдруг я делаю вид, что я такой, другой, они не полюбят того, а я не это. Да, надо быть просто собой очень часто. Вот случай.
Я работал в филармонии в Санкт-Петербурге ассистентом у Юрия Хатуевича Тимирканова, великого, конечно, это Тимирканов. И мне удалось много дирижировать там, тем более, что Юрий Хатуевич сам попросил дирижировать вместо себя много раз. И был один человек в оркестре, как раз старший скрипач. Понятно, что советская школа шикарно играл. И тогда мне показалось, что он вообще просто меня ненавидит. Почему-то. Ну просто так. По глазам. Не то, что... Вдруг мы находимся, то ли тот самый факт, что мы находились в Италии, мы были в Венеции, потому что открылся Ла Фениче после того, что сгорел театр, потом реконструировали, вот. И были три очень такие дирижеры: Рикардо Мути, Юрий Хатуевич Тимирканов и Марис Янсенс. И я летел туда как ассистент, и вдруг я просто сам по себе кушаю. Тот самый скрипач, которого я думал, что меня вообще ненавидит, подошел ко мне и сказал: слушай, какой ты молодец. Он так хвалил меня. Я думал, смотри. А я думал, Господи, слава Богу, я ничего ни разу не сказал, что типа, почему вы меня не любите? Так, он подошел сам и сказал: вот вы знаете, вы молодой, такой откровенный дирижер, хороший человек, просто безумно хвалит. Видите, иногда мы не полностью можем оценить того, что другие люди думают о нас. Да, больше всего думаю, что да, потому что интуитивно по глазам смотрим друг друга. Например, сейчас вижу, что все как-то заинтересованы в том, что мы происходит, да? И меня самому интересно. Но а бывает, что ты смотришь туда, кто-то пишет смс, кто-то телефон сидит. Вот. Важно, есть один человек, видишь, она заинтересована, даже делает видео, наверное, да? Правда? Вот. Я не возмущаюсь, конечно, можно дома показать, вот, я была у Фаби. Это действительно вот такое, да, что мы иногда больше додумываем, чем оно есть на самом деле. Абсолютно. Надо всегда дать, как минимум второй шанс, а то и третий шанс. Мне еще я абсолютно в этом убежден, что мы на самом деле счастливые люди, которые занимаются культурой, потому что культура — это та область, которая объединяет людей по-настоящему. Вот политика их растаскивает, да, даже там религии бывает растаскивает, еще. А вот, люди самых разных концов, Бетховен уважают, Брамса тоже, и Шостаковича. Конечно. Обычно, да, хотя бывает, что сложнее. И вот это, мне кажется, такая миссия, да? Абсолютно. Я всегда был адвокатом того, что музыка, конечно, может творить чудеса, и в том числе в международных отношениях, в сфере международных отношений. Вы помните, что было после Второй мировой войны? Когда, допустим, Берлинская филармония летела в Америку. Это вообще просто, акция такая. Это 55-й год или 54-й год. Вот война закончилась 9 лет до того, 10 лет назад. И вот они там, Факараян, конечно, великий симфонический оркестр. То же самое. Леонард Бернстайн с симфоническим оркестром Нью-Йорка, с филармоническим оркестром Нью-Йорка приезжает в Россию. Шостакович присутствует на его исполнении Пятой симфонии, его же Пятой симфонии, и он с слезами в глазах обнимает его, он внизу в партере, Бернстайн там на сцене. Вот смотрите, это люди, которые теоретически должны были ненавидеть друг друга, а вдруг они обнимают друг друга. Наоборот, тот приезжал с американским оркестром исполнять русскую музыку в России. Согласитесь, это не такая простая задача, Он мог бы сказать: я американский дирижер, американский оркестр, давай Барбера сыграем или что-нибудь, американскую музыку, или Гершвина, или много чего, или собственную музыку, в конце концов, у него к этому времени уже были много произведения, которые он сам писал, поэтому мог бы так. А наоборот, во время войны, во время окружения Ленинграда, тогда, конечно, не Санкт-Петербург, Ленинград называется, филармония
Ленинградская филармония. Немцы прямо там, да, 25 километров от центра города. Играют симфонии Бетховена, симфонии Брамса, музыка Баха и так далее. Не думали о том, что нет, враги там. Отменить. Пускай отменит Брамса, нельзя играть Брамса. Зачем? Когда был Брамс? Да, он много до того. А сейчас, когда идиоты там, а как называют такие люди, которые говорят, нет, нельзя играть Чайковского. Ну идите, ну ладно, не буду говорить куда. Ну как можно так себя вести? Как можно? Только человек, который ничего не понимает, может себя даже думать об этом. Не то, что делать. Да как можно? Чайковский это самый исполненный автор, да, композитор в мире. Да, говорят, что каждый не знает, что исполнение Чайковского в мире. Самый исполнительный. А вы хотите отменить? А что? Ну вы идете, как будто Чайковский вот еще жив. Но есть один Чайковский, который еще жив, это Саша Чайковский, мой хороший друг. Тоже композитор, кстати. Но его музыка мне чисто. Ну, кстати, это еще, вот это можно дополнить, да, эти примеры, которые вы привели, что в 1946 году, как только все закончилось, первые гастроли Ленинградского филармонического оркестра Заборовицкий были в филиале. И Евгений Александрович встречался с Яном Сибелиусом. Да. И тот слушал в трансляции 6-ю симфонию Чайковского. Они потом разговаривали, и Боровицкий вспоминал, да, что Сибелиус на него укоризненно посмотрел, что тот не играет его музыку. И потом Боровицкий стал одним из лучших интерпретаторов Сибелиуса. Да, конечно. И до сих пор есть традиция такая, что в Санкт-Петербурге исполняются симфонии Сибелиуса, которые, естественно, шедевры, только 7, к сожалению. Да? Но вот, я думаю, что надо всегда отдельно думать о музыке и о культуре, потому что это не может быть, что культура разделяет. Наоборот, как ты правильно говорил, культура, музыка, все, что творческого, объединяет людей. Поэтому пусть продолжает объединять. А такой еще вопрос, ну, может быть, так, чтобы немножко отвлечься от серьезных тем, курьезные случаи на эстраде. Вот бывали ли какие-то такие моменты, не знаю, непонимания со стороны оркестранта, все. А вот, ну, такие, может быть, пара таких ярких примеров, которые случались вы знаете, в жизни дирижера. Во-первых, конечно, я сразу признаюсь, что, естественно, я не только симфонический дирижер, а еще, конечно, оперный дирижер. А если эти случаи, конечно, когда играешь симфоническую музыку, они очень редко, практически, мало чего. А в оперной сфере они чуть не каждый раз. Почему? Ну, естественно, во-первых, да, вы помните, раньше были какие-то на сцене, и там сидел человек, там, суфлер, да? Сейчас не дай бог, чтобы был суфлер. Не дай бог, это уже режиссеры, они смотрят на это, как будто это извращение. Какое извращение? Это были фантастически профессиональные люди, которые знали партитуру не меньше, чем дирижер. Они могли бы руками, нет, подожди, наизусть текст подсказывать. Вы же понимаете, сколько идет там текст, да? Уже у итальянцев, у французов это много. А у немцев Вагнер. 5 часов. 5 часов. Это ужас. Да? И режиссеры все-таки думают, нет, все наизусть надо знать. Как? Выйди сам. И наизусть скажи все. Есть очень мало режиссеров. Сейчас в Москве присутствует мой близкий друг. Представьте, его зовут Джанкарло Дель Монако. Это сын самого Марио Дель Монако, который являлся вообще просто сумасшедшим тенором, просто самый известный. До Паваротти Дель Монако был номер 1, и я думаю, что до сих пор номер 1. Вот. И реально Джанкарло помнит наизусть все 100 оперы, которые он ставит. На любом языке. Но он это единица, да? А те, которые настаивают на том, что суфлеры больше не работают. Я думаю, что это не хорошо. Вот, и именно поэтому был случай,
пригласили меня дирижировать Тоску в Красноярске, относительно недалеко отсюда, ближе, чем Санкт-Петербург. И, ну, я там много уже дирижировал, там мы знали друг друга, я говорю, да, конечно. Они говорят, а есть хорошая Тоска, вы знаете, хорошая певица, сопрано, которая поет, да, я говорю, ну, тогда я руководил еще оперный театр в Екатеринбурге, и там была Катя Нижмак, Екатерина Нижмак, очень хорошая сопрано, красивая женщина, высокая, голос просто божественный. Говорю, надо ее пригласить, и слава Богу, что я подсказал. Почему? Значит, ну, мы репетировали, идет уже спектакль. И там уже первый акт прошел, очень хорошо, второй акт прошел, третий акт, последний акт. И там первая сцена, Тоска, которая недавно убила Скарпи, приезжает к Марио, любовник ее, с бумагой, и говорит, ну вот, мы свободны с тобой. Я успела подписать этот самый, он тебя освобождает, ну говорит, она ему говорит, «La prima sua grazia questa». Но он спрашивает, «La prima sua grazia» это первый раз он так себя ведет. И она говорит, «И последнее». И он как-то не понимает сначала, ну как последнее? Значит, что ты была? И он понимает, что она его убила. Ну вот. Значит, он должен спрашивать, «La prima sua grazia questa?» И она отвечает, «E l'ultima». Он, «Che dici, что ты говоришь?» Ну, Марио, видимо, он снял уже давление и все переживания, потому что он свою арию спел хорошо и так далее. И они встают друг на друга, напротив друг друга. И он не поет ничего. А там оркестр мальчик практически, он там держит какие-то педалы. И она типа приближается к ним, трогает его, типа, ну давай, что-нибудь скажи. Она смотрит на меня, я в яме, что я могу делать? Сам спеть, ну я бы сам спел. И она смотрит на меня растерянными глазами. Типа, что делать, что делать? И я губами покажу ей сама. И она поняла, она сама пела. «La prima sua grazia questa è l'ultima che dici». И вот мы дальше. Импровизация актерская. И только тогда он вспомнил, что он должен был петь. Ну все, уже было поздно. Ну и ладно. Продолжили, да. Я думаю, даже сами особо не заметили. Не единственный случай. Ну, понимаете, почему дирижеры долго живут? Потому что это проверки на сердце. Все время, да? Я всегда говорю, если что, да, скорая помощь на ваш счет. Да, для меня. Потому что они такие проверки. Вот. Это да, тут тоже вот буквально, можно сказать, вчера я встречался с Дмитрием Лисом, он дирижировал Снегурочку в Австрии в прошлом году, и он рассказал, что ему поставили Купаву, которая забыла партию, и она там стала петь та-там, в общем, ну просто. И как бы, ну, мелодию напевает, что-то сарпеджирует, слова уже не важно, да, русский язык, потому что... Ну, это не самое ужасное. Самое ужасное, я быстро расскажу, было, когда в Санкт-Петербурге, в Михайловском театре, который тогда еще назывался имени Мусорского. Да. Маленький оперный театр. Ну, я дебютировал, дирижировал «Травиату». Даже смешно было, когда тогда еще, конечно, Гаудасинский был жив, и они организовали для меня ужин после «Травиаты». Ну, я быстро переодевался и пришел к ним, и тогда и Ирина Петровна еще была, конечно, жена и певица известная. И они смотрят на меня такими глазами, типа, невероятно, что было. Я говорю, ну, спасибо вам большое, да, ну, хороший был спектакль. Они, нет, говорит, ты не понимаешь. Весь оркестр ждал, пока ты не ушел со сцены. Я говорю, в смысле? Обычно делается так, что пока аплодисменты идут, оркестр стоит, ждет, пока все не ушли со сцены. Они говорят, да нет, у нас это как на Олимпиаде. Кто закрывает побыстрее чехол с инструментами, уходит из ямы до того, что даже дирижер появится на сцену, чтобы поблагодарить.
В этом случае, конечно, спасибо вам большое. Да, значит, они настолько уважали, что вот остались до конца. Вот. И следующее, они мне предлагали дирижировать Реквием Верди, который у них шел как спектакль, не просто как, оратория. И, в отличие от Травиаты, для Травиаты они дали одну репетицию. На Реквием Верди они дали 3 репетиции. Я думаю, вот, растем, это просто шикарно. Вот и начинается спектакль, и сопрано первый раз не туда поет, второй раз не туда поет, третий раз не туда поет, постоянно она не туда пела. В конце первого акта и они, надо сказать, что мизансцена такая, что там они ходили все с тряпками, не узнавать людей. В антракте подошла девушка из администрации, говорит: маэстро, мы забыли вам сказать, что сегодня у вас другая сопрано. Она еле-еле успела повторить парту. Говорю, могли бы сказать мне? Она всю дорогу не туда пела. Что делать? Вот такая жизнь. На концерте справилась? Нет, я был уже на концерте. Подставили. Репетировала одна и пела спектакль другая. Вот я говорю, поэтому, конечно, дирижеры как-то у нас сердце работает. Стрессоустойчивая профессия, да. А вот, может быть, у кого-то в зале есть вопросы, да? У нас, к сожалению, время пролетает очень быстро, и маэстро еще надо успеть подготовиться к выходу. Может быть, вот в зале, да, есть один вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, как дирижировать седьмой симфонии Шостаковича? Как думаешь, в Якутске, когда приезжали? Вы знаете... Впечатление было. Я-то слушал Ага. Конечно, я отношусь к Шостаковичу, конечно, с особенными чувствами, потому что, во-первых, это композитор, которого я знал довольно рано в жизни. Я имею в виду его музыку, к сожалению, я с ним не знаком, но я знаком с Максимом Шостаковичем, с Максимом Дмитриевичем. Это сын, конечно, сам дирижер, сам пианист, так же, как я. И кстати, Максим присутствовал на концерте в филармонии, в Большом зале филармонии в Санкт-Петербурге, где я дирижировал музыку его отца. И после концерта он подошел и сказал: ты можешь делать, что хочешь с оркестром, у тебя такие просто жесты дирижерские, что любой музыкант тебя поймет полностью, и он очень сильно хвалит. Вот. Конечно, музыка Шостаковича меня до того, что я стал жить в России, не было настолько же понятно, как сейчас. Я думаю, что уже четверть века, как я связан с Россией и с историей, конечно. Я такой очень любопытный человек, который очень много читает и очень много изучает, и особенно по истории. Это просто мое страсть, это такой не совсем секретный. И вот поэтому я много чего читал и понял. И все это знание, конечно, когда мы играем симфонию Шостаковича, я думаю, что сейчас присутствуют в зале музыканты, которые мои близкие друзья тоже. И вдруг у меня какие-то рассказы сформируются, я сам не знаю, куда я их беру. Просто настолько музыка Шостаковича близка к русскому человеку, что я думаю, что правильно может дирижировать только человек, который либо родился в России, либо очень хорошо знает Россию. Уже музыка Чайковского это более европейская, скажем так. Частично, конечно, есть элементы народного происхождения у Чайковского и многих, Глинка, допустим, он писал практически итальянскую музыку, на русском языке. И Римский-Корсаков, конечно, большой мастер, уже русский мастер. Сложнее понимать и Прокофьева, мне кажется, если ты не достаточно знаешь о России, лучше не дирижировать.
А есть ли, может, еще какие-то? Ага, вот. Да. А как наши якутские артисты, как наш оркестр? Ну как? Ну, Вот. я уже 13 лет, в марте следующего года 13 лет, как я связан с симфоническим оркестром филармонии, да, Symphonic Arctic. Конечно, это как дети для меня. Ну, мы с Натальей Владимировной часто шутим о том, что она мама, а я папа оркестра. Конечно, родить столько детей, конечно, пришлось бы сильно стараться, но они у нас приобретенные дети. И я думаю, что мы делали огромные шаги вперед, и наконец-то мы не только слышим результаты нашей работы, а скоро увидим один большой результат, о которого я заботился с самого начала. Я думаю, что вот Туяр об этом знает, она тоже с нами давно. И даже была рядом, когда оркестр родился. И я сразу сказал, что надо строить зал. Надо строить зал. Если мы хотим, чтобы симфонический оркестр имел свой звук, специфический звук, надо хороший концертный зал, где акустика и где все, конечно, условия, чтобы музыканты чувствовали. Ну, у нас в России и особенно в Якутске очень много терпения. Мы терпели 13 лет. Да. Уже знаем, что, ну, наверняка, не знаю, может быть, в следующем году, в сентябре, в октябре, вот, мы должны как-то увидеть окончательный результат наших ожиданий. И это, конечно, сильно радует. И я думаю, что оркестр станет еще лучше. Маэстро, спасибо. Не смею больше вас задерживать.